Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Сегодня в программе «Боевые реликвии» в дар музею. Семья героя Абхазии Юрия Кучуберия передала личные вещи погибшего сына на хранение в Музей боевой славы. Разговор по душам. Члены общественной палаты встретились с послом России. Как вести себя на море и на речке? Абхазские спасатели рассказали детям о правилах безопасности на воде. Сегодня семья героя Абхазии Юрия Кучуберия передала в дар Музею боевой славы имени Владислава Ардзенба пусковую установку «Птурс» и личные вещи Юрия Кучуберия. Этим орудием во время Отечественной войны народа Абхазии он уничтожил 12 единиц боевой техники. В эти июльские дни вся страна вспоминает жаркое лето 1993 года, когда в результате тщательно продуманной операции абхазской армии удалось закрепиться на господствующих высотах вокруг столицы Абхазии Сухума. В ходе боев погибли 57 бойцов абхазской армии, 153 получили ранения. Герой Абхазии Юрий Кучуберия был среди бойцов Восточного фронта, объединившихся с десантниками, которые высадились в Тамыше. Он был единственным на Восточном фронте, кто умел обращаться с противотанковым управляемым реактивным снарядом «Птурсом». Юрий с детства увлекался техникой, и когда ему в руки попало боевое орудие, быстро разобрался в нем. Он был отличным стрелком, за все время ни разу не выстрелил мимо цели. Дорожил снарядами, которые всегда было сложно доставать, их всегда не хватало, вспоминают его боевые друзья. Когда мы прилетели на Восточный фронт в город Кварчал, территория, значит, как бы в концепцию, да, и сложная была ситуация. И Юрин приход с Птурсом, да, вот то, что мы оказались в родном селе, значит, это как бы поддержало сельчан, бойцов, именно рекинцев и вообще, значит, прилегающие, которые, значит, территории там Бедия, Река и так далее, как бы этим были рады, да. Когда, значит, как бы втайне оповестили, что должен высадиться десант на территории, значит, Тамыша, ну и, естественно, Юра, как один, значит, из руководителей батальона, начальника штаба, он оказался, значит, в курсе первым, да, ну, после командира батальона, как бы они вместе это, да, вот. И он не участвовал, значит, в этой операции, там, по встрече десанта, и этой операции он просто не мог. Единственный сын – опора и надежда матери. Для семьи это невосполнимая потеря. Много лет Ламара Кучуберия бережно хранила память о самом дорогом человеке. И в какой-то момент решила передать драгоценные реликвии в музей, справедливо посчитав, что первый противотанковый управляемый снаряд Восточного фронта, а также форма и звезда ее сына-героя должны храниться в музее. Музей – это архив, это сохранность. И я бы дома не смогла бы там как где-то уберечь. И еще же люди же, чтобы знали, что это был первый Птурс в Абхазии во время войны, занесен сюда. Они взяли этот Птурс с мой сын и Кишмария Беслан. Мушный-Хварцкий, да, передал это им. И они привезли на Восточный фронт. Я бы очень хотела, чтобы здесь остался этот Птурс. И имя будет, конечно, вечно. Дай Бог, чтобы всем тем, кто погиб, сохранили имена в будущем. Будущее поколение, чтобы не забыло, что это значило для Абхазии и что эта победа принесла сколько жертв. В Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба бережно относятся к боевым реликвиям. К 30 сентября здесь будет организован специальный зал, где все они будут выставлены. Очень больно, но и в то же время очень мы рады тому, что к нам приходят вот с такими намерениями передать реликвии своих детей, своих близких, родных в наш музей. И, пользуясь вот этим случаем, я хотела бы обратиться вновь к нашему народу, чтобы, если еще что-то у кого-то есть, чтобы нам приносили, тем более в этот юбилейный год. И еще тем более, что мы занимаемся сейчас реорганизацией, и мы бы хотели получить в ближайшее время, чтобы их положить в достойное место.
В этом году Абхазия отмечает 25-летие со Дня Победы в Отечественной войне и десятилетие международного признания. Чем ближе юбилейные даты, тем чаще мы вспоминаем тех, благодаря мужеству и героизму которых имеем возможность праздновать эти события. Последний бой Юрий Кучуберия принял возле поста ГАИ в Тамыше. Он нацелился на танк, но выстрелить не успел. Его расстрелял танковый пулемет. Юрий уничтожил 12 единиц тяжелой вражеской техники, в числе которых танк, БМП-2, МТЛБ, пушки, установка «Алазань» и даже вражеский штаб. Юрию Кучуберия было всего 30. У него было много планов, а главное – огромное желание жить в свободной и независимой стране. И ради этого он отдал самое дорогое – свою жизнь. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Мемориальный парк бойцам группы «Дед» будет построен. Проект строительства, в числе других, рассматривался на одном из заседаний Государственной комиссии по монументальному искусству, возглавляемой премьер-министром Геннадием Гагулия. Подробнее о проектах мы попросили рассказать одного из членов комиссии, председателя Союза художников Абхазии Виталия Джейня. Репортаж Сарисмар. 26 октября 1992 года началась операция по освобождению Очимчиры. Согласно плану, одна группа должна была десантироваться с моря, а остальные одновременно выйти к Очимчире с разных сторон. Но планам не суждено было сбыться. На тот момент морской десант не сумел добраться до места назначения. Несмотря на это, бойцы группы «Дед» под командованием Бориса Почалия сумели захватить здание очимчирской милиции. Но после нескольких часов обороны силы бойцов иссякли, и группе пришлось возвращаться. В районе села Беде их машина попала под обстрел. Погибли 19 бойцов. После войны на месте гибели бойцов группы «Дед» была установлена мраморная плита. В 2015 году было решено установить здесь мемориал. На заседании Государственной комиссии по монументальному искусству, которое провел премьер-министр Геннадий Гагулия, проект строительства мемориального парка в селе Ачгуар Очимчирского района был одобрен. В группе «Дед» был такой Мурман Гварами, который очень много труда вложил и открыл этот памятник. Потом поставили вопрос перед правительством улучшить этот проект и написали официальное письмо и приняли решение сделать. И представили новый проект. И вот сейчас мы на рассмотрение вынесли, мы рассмотрели. И принято до сентября, Дня Победы, до 30 сентября осуществить этот памятник. Автором проекта является художник и скульптор Батал Джапоа. Работы будет проводить компания Псныргылара. Проект представляет собой монумент высотой около 3,5 метров, в который будут вписаны имена погибших. Также на территории парка будут высажены деревья. Комиссией по монументальному искусству рассматривается еще несколько проектов. В их числе памятник герою Абхазии Мушнихвардские и проект мемориала воинам-выходцам из села Ишера. Сарисмар Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба провел совещание с членами комиссии по проверке готовности к курортному сезону. Участники совещания подвели итоги инспекционных поездок на объекты курортно-туристической сферы. Особое внимание эксперты уделили проблеме фальсифицированных алкогольных напитков в общественных местах. Сотрудниками Госкомитета по стандартам потребительскому и техническому надзору были произведены закупка и лабораторный анализ натуральных алкогольных напитков. Согласно результатам, большая часть проверенного вина изготовлена ненатуральным методом спиртового брожения виноградного сока. Как отметил замминистра здравоохранения Алхаз Канджария, осложнения после употребления некачественного вина имеют различную степень тяжести. Наиболее распространенной является тяжелая интоксикация. Участники совещания обсудили также ситуацию с содержанием в неволе диких животных и использованием их в коммерческих целях на туристических объектах Абхазии. Инспекционные поездки на объекты курортно-туристической сферы планируется продолжить.
Установленные лица причастны к вооруженному нападению в магазине номер 65 на набережной Махаджиров, имевшего место 8 июля. Один человек задержан, у него изъято огнестрельное оружие. В отношении остальных подозреваемых проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Для расследования данного преступления создана следственно-оперативная группа в составе представителей Следственного управления Генеральной прокуратуры, Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия и Следственного отдела УВД по городу Сухум. Разговор по душам состоялся. Члены Общественной палаты встретились с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным. Обсудили самый разный круг вопросов – от экономики, различных общественных проектов до государственной границы между двумя странами. Встреча была больше ознакомительной, так как никаких конкретных решений на ней принято не было. Участники договорились, сотрудничество должно стать более тесным и плодотворным. Низ Фаршба продолжит тему. Роль общественного института в решении важных вопросов весома. Понимая это, Абхазия стремится наладить и усилить сотрудничество с гражданским обществом России. Для этого уже предпринято ряд важных шагов и подписано множество самых разных документов. В общем, диалог есть. А вот совместной работы мало, отметила секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба. Надо признать, что, я не знаю, это наша вина или вина того, что вот сейчас экономический кризис повсюду разразился. На этом как-то вот все подписали и все закончилось. И я бы очень хотела попросить вот Алексея Аркадьевича, чтобы он вот приложил какие-то свои усилия для того, чтобы сотрудничество вот между рядовыми гражданами, их общение, их личные контакты как-то укреплялись. Для того, чтобы сотрудничество и диалог развивались более высокими темпами, нужна совместная работа в самых разных направлениях. Главное – наладить взаимодействие организаций и гражданина, отмечали члены Общественной палаты. Что произошло, почему, кто мешает этим взаимодействиям на уровне общественных организаций? Знаете, это будет, может быть, странное мое заключение, но мешают органы исполнительной власти. Тогда межгосударственных отношений не было. Государство, особенно со стороны абхазских властей, поощряло, помогало общественной организации выйти на эти площадки, то, куда их тогда не допускали. И они активно взаимодействовали, работали, продвигали многие вопросы. Мне кажется, никому недостаточно просто говорить о том, что мы правовое государство. У нас есть проблемы с реализацией вот этой идеи правового государства. Я думаю, что они есть и отчасти и в России. И есть целый ряд серьезных организаций, экспертных, гражданских, которые занимаются этим вопросом. Если мы как-то сможем шаг за шагом налаживать отношения с ними, не только западными, но и с российскими гражданскими организациями, это будет очень полезно. Алексей Двинянин поблагодарил членов Общественной палаты за встречу и выразил надежду, что темы, которые сегодня поднимаются общественниками, актуальны и значимы для граждан двух стран. Буквально завтра вот будет 2 месяца, как я приехал в вашу страну души, великолепную республику Абхазия, которые меня несколько удивили. Я понимаю, что на государственном уровне отношений с Грузией у вас нет. Это понятно. Но вот, допустим, даже в ходе нашей сегодняшней беседы в основном затрагиваете вопросы российско-абхазских отношений, то есть как бы откладывая в сторону проблемы взаимоотношений с Грузией. Но это же в любом случае ваш сосед, с которым, наверное, нужно стремиться установить добрососедские отношения. Российская Федерация готова к сотрудничеству. Взять хотя бы вопрос перехода государственной границы по реке Псу, который так беспокоит граждан. Договор об упрощении процедуры прохождения границы, по словам Алексея Двинянина, уже несколько лет находится в кабинете министров Абхазии. Решения нет до сих пор. Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией до сих пор не подписан договор о линии прохождения границы. Ну, простите, мы его передали еще 4 года назад, проект российского договора. Да. В чем проблема? Мне непонятно. Я считаю, что такие вещи, они должны были бы быть решены автоматически. И в этом плане хотел бы попросить Общественную палату тоже посодействовать решению этих вопросов. Потому что, когда вы обращаетесь к нам с какими-то вопросами либо проблемами, касающимися прохождения КПП на пункте Адлер-Псоу, да, то, естественно, если у нас не подписанный базовый договор, о чем может быть речь? Более
Более чем за час члены Общественной палаты обсудили с послом России самый разный спектр вопросов. Говорили об экономической ситуации в стране и об энергетике, о промышленности и производстве. Леонид Осия уверен, любой бизнес в Абхазии не может выжить без российского рынка. В развитии экономики, производства, к сожалению, сегодня у нас нет таких больших продвижений. Естественно, наше государство маленькое, у нас нет рынка. А раз нет рынка, значит, нету большого производства. А сегодня процессы идут глобализации. Малые производства не выживают, они не могут нормально функционировать. И без российского рынка, да, другого у нас, к сожалению, нету, мы никогда не поднимем свою экономику. Сегодня никаких решений не принимали. Встреча больше напоминала некий откровенный разговор общественников с послом страны, которую с Абхазией связывают не только стратегическое партнерство, но и добрососедские отношения. Нисфарш Балион Адлиба, Абхазское телевидение. Как вести себя на море, на речке, где можно купаться, а где опасно для жизни? В летнем лагере Ала-Шарбага, который базируется в здании 12-й столичной школы, сотрудники МЧС Абхазии рассказали ребятам о мерах безопасности на воде и на суше. В мероприятии принял участие глава Сухумской городской администрации Адгур Харазия. Ала-Шарбага – это оздоровительный лагерь дневного типа. Дети находятся здесь с 9 утра до 6 вечера. В лагере предусмотрено трехразовое питание, дневной сон, различные кружки, познавательные экскурсии и лекции, развлекательные игры, спортивные соревнования и, конечно же, походы на море. Наверное, немногие из нас знают, что всего на морском побережье Абхазии зарегистрировано 54 пляжа. Из них меньше половины соответствуют необходимым нормам и требованиям безопасности. Но очень часто мы с вами, наши дети, гости, пренебрегаем правилами безопасности на воде. Хоть за детьми и присматривают квалифицированные специалисты, чтобы они знали, как себя правильно вести на море, в оздоровительном лагере Ала-Шарбага сотрудники МЧС провели лекции. Дети должны знать данную информацию. Это информация, где нельзя купаться в море и где впадают реки в море, что в ночное время нельзя купаться в море, что в озерах нельзя купаться. Это в первую очередь озеро Рица, Голубое озеро. Мы недавно были на озере Рица и обнаружили такой момент, что там практически открыли пляж. И мы подошли к ответственным по этому пляжу. Они нам сказали, что в принципе там мы выставили знаки запрещения, но не можем ничего сделать, так как люди заходят и купаются на этом пляже. Но тем не менее надо как-то с этим бороться и запрещать людям купаться в этих местах. Это связано с риском для здоровья. Управление образования администрации Сухума 7-й год организовывает бесплатный летний отдых для детей от 6 до 13 лет. Ребятам рассказали, что такое водоворот – место, где река впадает в море, о том, что такие места нужно обходить стороной, купаться там крайне опасно для жизни. Глава столичной администрации Адгур Харази отметил, что каждый год условия пребывания в лагере будут улучшаться по мере возможности. При этом подчеркнул, что в лагере должно быть все как дома. Начальник управления образования столичной администрации Людмила Адлиба рассказала, что за питанием детей ведется особый контроль. В рацион входят свежие овощи, фрукты, мясо, яйца, словом, все, что необходимо растущему организму. В разнообразное меню включена и национальная кухня. Дети здесь отдыхают, за ними следят, работают по интересам, спортивные мероприятия. Жалоб со стороны родителей не было, дети довольны. Мы следим за тем, как их кормят. И я думаю, что эти 2 недели пойдут им на пользу. Сегодня в гостях у нас был специалист по чрезвычайным ситуациям, по водным и морским делам. Он им рассказал все, что необходимо знать детям их возраста, купаясь на море или в речке. Летний лагерь планируется провести в 3 потока по 2 недели, в каждом по 120 человек. Подобные лекции о правилах поведения и безопасности на море сотрудники МЧС будут проводить и в других учреждениях. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. О работе Сухумского железнодорожного вокзала, о летних маршрутах и об общем состоянии железнодорожного полотна. Наш следующий репортаж. Уважаемые пассажиры!
Сухумский железнодорожный вокзал был открыт в далеком 1951 году. Здание вокзала во время Отечественной войны народа Абхазии сильно пострадало и нуждается в капитальном ремонте. Но даже в таком состоянии вокзал продолжает работать, встречать и провожать жителей и гостей столицы. С 2004 года возобновлено полноценное движение поездов, и с тех пор с каждым годом пассажиропоток увеличивается. На сегодняшний день в Абхазию с одним составом прибывает 18-20 вагонов. На сегодняшний день 2 поезда у нас ежедневно курсируют. Значит, это Москва-Сухум, Санкт-Петербург-Сухум. Также дополнительный поезд Москва-Сухум. Сегодня ходит через день. Через день с 13 числа добавится еще один поезд Самара-Сухум, и который будут чередовать с дополнительным московским поездом. В прошлом году мы перевезли около 320 тысяч человек, пассажиров. А на сегодняшний день, с началом летнего курортного сезона, где-то около 1000 человек, можно сказать так, ежедневно. Еще в прошлом году помимо поездов ходили и электрички, к примеру, Адлер-Гагра. Но пригородное сообщение оказалось нерентабельным из-за того, что пассажиропоток шел на спад. Тогда Северокавказская пригородная пассажирская компания приостановила движение электричек по маршруту Адлер-Гагра. Что касается самого железнодорожного полотна, то оно в удовлетворительном состоянии, говорят специалисты. У нас взаимодействие с Северокавказской железной дорогой. Перед летним курортным сезоном к нам по нашей заявке нам прислали путеизмеритель, который проехался до станции Ачимчир, и по ленте выявлено все недостатки, замечания были устранены, значит, это от границы до Сухума. На сегодняшний день не останавливается работа, работа проводится ежедневно по улучшению путевого хозяйства. Руководство Абхазской железной дороги в силу своих возможностей старается территорию вокзала содержать в чистоте. Каждую неделю моют стены и колонны вокзала, лестничную площадку, стригут газоны. Помимо этого ведутся работы по очистке платформы ГУМа и по окраске железнодорожных эстакад. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии сохранится преимущественно ясная, жаркая погода. Температура воздуха ночью 21-26, днем 28-33 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.